Здравствуйте! В эфире очередной выпуск передачи «Амчра». Каждая сфера нашей деятельности регулируется определенными правовыми актами и законами. К сожалению, очень часто человек не может решить проблему, обратившись к органам власти. Появляются разногласия, а нередко и попираются законные права гражданина. В такой ситуации сложно разобраться самостоятельно. К тому же официальные органы часто не признают своих ошибок и явных нарушений. Такая проблема привела к тому, что появилась должность омбудсмен. Кто это и какие полномочия выполняет? В этом нам поможет разобраться официально уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шахру. Судья или адвокат? Деятельность омбудсмена до сих пор остается загадкой для многих людей. Какую сферу действий предусматривает ваша должность? Прежде всего, защита прав и свобод человека. Это основная функция. И, конечно, не адвокат, потому что адвокат выполняет такие функции, как защита интересов своего клиента. Мы, конечно, не занимаемся защитой интересов, потому что там разные цели есть. Мы занимаемся исключительно защитой прав человека, задекларированных в международных документах, задекларированных в Конституции нашей и в наших законах. Вы давно известны в обществе своей работой в НПО и правозащитной деятельностью. С 2007 года входили в состав Совета директоров Центра гуманитарных программ, курируя работу организаций в сфере защиты прав человека. И не раз говорили о проблемах борьбы с нарушением прав человека в Абхазии. Как защищались права наших граждан до появления официального уполномоченного органа? Прежде надо сказать о том, что всегда с послевоенного периода существовала комиссия по правам человека при президенте Республики Абхазия. Его возглавлял тогда Вахтанг Хакба. Затем она была переименована в Национальную комиссию по правам человека, и долгое время возглавлял эту комиссию Георгий Отарба. Очень много вопросов, проблем, конечно, они тоже решали, но проблема заключалась в том, что это была комиссия при президенте. Она не была независимым органом, независимым институтом. И понятно, что очень сложно критиковать власть, будучи в исполнительной власти. Поэтому этот нынешний институт, он кардинально отличается своим статусом тем, что это независимый институт. Уполномоченный избирается парламентом на 5 лет. И никто не может ни снять с работы, ни наказать за что-то. В этом смысле такая независимость, она обеспечивает свободу действий уполномоченному. Это очень важно, потому что в чем заключается роль уполномоченного и функция уполномоченного? Защитить человека от государства, которое нарушает права, и так далее, от чиновников, таких, можно сказать, недобросовестных чиновников. И не всегда это только на уровне исполнения закона. А может быть, и законы иногда нарушают права человека. И в таком случае у уполномоченного должна быть возможность дать оценку этим законам и так далее, чтобы привести в соответствие с Конституцией, с международными нормами. У нас есть такие законы, которые нарушают права женщин, например, закон о здравоохранении, в котором предусматривается, что аборты нельзя и так далее, и ни при каких обстоятельствах, даже если угрожает жизни женщины. Так что независимость, она обеспечивает призвать к ответственности исполнительную власть, в частности, чиновников. И в своей деятельности мы часто обращаемся с такими письмами в прокуратуру и в суд для того, чтобы привлечь к ответственности чиновников, которые нарушают. Асида Георгиевна, на ваш взгляд, какие факторы тормозят развитие института по правам человека в Абхазии? Нереагирование должным образом на наши письма, это, конечно, будет тормозить развитие нашего офиса. Это не просто развитие офиса,
это будет серьезно сказываться на обеспечении прав наших граждан. И само собой развитие института, ну, как бы такое не предполагается, предполагаем, что мы будем укреплять защиту прав человека в Абхазии, мы будем эффективнее реализовывать все нормы, которые заложены, нормы, касающиеся, да, прав человека, заложены как в нашей Конституции, в наших законах, так и в международных документах. Но вот это основная наша функция. И я думаю, что вот на неисполнение, да, закона или нереагирование на наши письма, вот реакция на это должна быть более, мне кажется, серьезной, чем она сейчас есть. И руководство страны, прежде всего, да, высшие должностные лица, они должны предпринять все меры для того, чтобы, да, исполнять, реагировать на эти нарушения. И чем больше это будет, да, чем больше будут сами чиновники соблюдать законы и права человека, тем будет повышаться доверие граждан и к этим структурам власти, и в том числе к офису уполномоченного, и доверие к институту уполномоченного тоже. Чаще всего с какими проблемами обращаются к вам граждане с просьбой помочь? Проблемы разного характера. Но чаще всего обращаются с нарушениями прав в органах исполнительной власти. Когда граждане сталкиваются, да, с тем, что, ну, какие-то бумаги нужны или что-то нужно решить в кабинетах чиновничьих, и очень часто они там сталкиваются. Очень много проблем связано с правами людей, когда, ну, в правоохранительной системе. Очень много проблем связано, очень много дел в нашем офисе по этим вопросам. Ну, вы знаете, есть темы, по которым к нам еще не обратились, но это не означает, что их нет. Да? Вот, например, из-за низкой заработной платы, когда там, или пенсии, когда они не могут, когда граждане не могут на эти зарплаты и пенсии обеспечить нормальное, да, нормальную жизнь себе. Вот. Ну, да, часто они там об этом, на это сетуют и так далее, но вот прийти с жалобой на какого-то там, да, чиновника или органа или так далее, нет такого, еще понимания нет. Может быть, людям не хватает информации, или это наш менталитет все-таки? Как вы считаете? Вы знаете, ну, и то, и другое, и то, и другое. Во-первых, не хватает информации, вообще нет знаний, да, что такое права человека, для чего они нужны, как они важны. Да, если в государстве не соблюдаются, не исполняются, не реализовываются, да, права людей, как это отражается на ежедневной жизни, да, на их ежедневной жизни. Вот нет вот этого понимания, вот этой связки, да, что вот, по отношению, вот человек сталкивается с проблемой, потому что тот или иной чиновник не уважает права человека или не соблюдает. Вот потому есть проблемы, там, когда незаконно могут посадить, да, ну, или задержать, или вот у нас сейчас в офисе есть такое дело, связанное, например, к нам обратилась гражданка, ее мужа и детей одновременно задержали. То есть муж ехал там на прогулку, и по дороге его задержали, и вместе с детьми. Более того, там дети испугались, закрыли двери машины, и милиционеры угрожали, что разобьют окно. И вот в таком стрессе детей держали в одном из кабинетов, и даже допрашивали, ну, не в форме, наверное, допроса, но для детей любые вопросы без родителей в каком-то здании, вообще непонятно на каком основании, но да, они такой стресс пережили. То есть вот эти вот
вот эти нарушения, они ну, чаще всего как-то люди не понимали, что можно обратиться там с жалобой, да, в прокуратуру. Это сейчас как-то все равно так или иначе люди потихоньку стали понимать, что есть законы, и ты можешь апеллировать к этим законам, и есть службы, к которым ты должен прийти, и эти службы должны исполнить этот закон, да, и защитить их право. И поэтому сейчас как-то вот к нам обратилось, значит, уже есть понимание, что мы займемся этим делом, мы будем выяснять, почему, на каком основании сотрудники милиции позволили себе задержать вместе с подозреваемым, да, еще и детей. Сталкиваетесь ли вы с тем, что нарушаются права детей в Абхазии, и в чем это заключается? В очень разных сферах. У нас много детей, которые не посещают школу сегодня в связи с плохими материальными, да, условиями и так далее. Много детей, которые являются инвалидами с детства, которые сегодня им тоже не обеспечено вот такое вот и образование. Но в этом смысле вот в образовании, вот, что касается образования, тоже много нарушений прав детей. Ну вот сейчас тоже в связи с коронавирусной инфекцией и с этой эпидемией, вот уже получается, что с марта месяца у нас не налажен нормальный учебный процесс. Вот. Долгое время учителя как-то, мне кажется, вот мы упустили время, когда надо было сразу приступать к решению вот этих проблем возникших. Сами учителя, да, эксперты очень нервничают, что такая ситуация сложилась и нет решения пока этого вопроса. Дети не могут посещать школу, и при этом мы не смогли обеспечить онлайн-обучение, дистанционное обучение. На самом деле очень многие учителя и родители как-то сопротивляются тому, чтобы организовать дистанционное обучение. Но мне кажется, здесь все мы должны понимать, что это не просто наш выбор, по какому пути, да, пойдет наше образование, по там, дистанционному обучению или в рамках традиционной системы, да, образования. Это не наш выбор. Это мы вынуждены сегодня принять меры для того, чтобы дети не остались без образования. Вот, и поэтому в этих условиях, понимая, что посещение, да, вот, школ имеет свои негативные последствия, может из-за этого увеличиться там, да, рост заболеваемости и так далее, а мы должны как-то все меры предусмотреть. Я думаю, что в этой ситуации нам нужно серьезно как-то вот думать о том, как побыстрее начать это образование. Мы должны сделать все, чтобы наши дети получили образование, и сделать все, чтобы использовать все формы, возможные вот формы дистанционного обучения. Будет ли это какая-то площадка, программа такая специальная, будет ли это просто по телевидению абхазскому, или же это будет такие, ну, использоваться разные интернет-ресурсы. Как бы там ни было, как удобно учителю, так он должен выбрать ту форму. Но главная цель, чтобы дети не выпали вообще из процесса обучения. Если человек сталкивается с несправедливостью и так далее, он должен понимать, что он должен обратиться в соответствующий орган с жалобой. Да? Или, там, например, если это произошло это нарушение в сфере здравоохранения, значит, министру здравоохранения или, там, может быть, начальнику того отдела, где нарушено, того учреждения, где нарушено его право и так далее. И вот так по цепочке. Если там руководитель учреждения нарушен, и он не собирается, да, исправить свою ошибку, значит, вышестоящему. Если вышестоящий не реагирует на жалобу, значит, надо идти в прокуратуру, в суд. То есть все эти механизмы есть. И законодательство наше предусматривает все, чтобы человек мог, да, свои права защитить на всех уровнях и во всех инстанциях. Но, к сожалению, вот люди не всегда
ну, жалуются, да, например, мы не можем заменить прокуратуру или мы не можем заменить суд. Поэтому, конечно, они должны все эти инстанции пройти. И когда мы видим, что, ну вот, например, вот к нам обратилась женщина, да, она жалуется на то, что ей не дали зарегистрировать в УВД жалобу, да, ей не дали информацию о том, где находится ее супруг. И она обращается в прокуратуру. Прокуратура не реагирует соответствующим образом. Да, и тогда, как уполномоченная по правам человека, я беру это дело и начинаю выяснять, почему тот или иной чиновник позволил себе, да, вот таким образом игнорировать и права человека, и нормы закона, прежде всего закона о милиции и так далее. То есть их деятельность тоже регулируется же, да, законом и так далее. Вот, и тогда мы вот ставим таким образом вопрос, чтобы эти люди были наказаны, понесли ответственность за то, что они не соблюдают, нарушают, и более того, намеренно это делают, да, игнорируют намеренно. Мы можем говорить о реформах, мы можем говорить, что нам надо конституционную реформу провести, мы можем ставить себе задачу провести реформы правоохранительных органов там, и так далее, то есть во всех сферах. Но какую бы модель управления мы не зафиксировали в своих законах, если эти законы не будут исполняться, какая бы она идеальная модель не была бы, да, заложена, какой бы она идеальной ни была, эта модель, никакого результата, никакой эффективности не будет. Вот у нас проблема в том, что у нас не исполняются законы. У нас не исполняются законы на уровне Генеральной прокуратуры. У нас вот сейчас несколько дел, связанных с исполнением решения суда. Но вы понимаете, что такое решение суда, высшая инстанция. Ну какой спор, где еще можно? Ну, мы определили, что в нашей стране есть суд. Не какие-то советы, общины и так далее. Есть суд, и судебное решение, оно обязательно для всех. Исполнение судебного решения обязательно для всех, без исключения. Нет ни одного человека, ни одного органа, который может позволить себе не исполнить решение суда. А у нас это спокойно происходит. У нас не исполняется решение суда высшими должностными лицами. Вы понимаете, что это означает? Возможно, я говорю о таких очень неприятных вещах, я понимаю. Но если мы не признаем, что у нас такое происходит, мы с этим не сможем, да, бороться и преодолеть эти проблемы. Нельзя нам обесценивать такие важные, да, институты, как суд или там, не знаю, как прокуратура. Прокуратура, задача, да, обязанности, да, прокуратуры защищать права и свободы человека. Институт уполномоченный – это как бы в поддержку. Да, если вот что-то не то, ну вот где-то в каком-то месте уполномоченный может своим письмом и так далее обратить на это внимание. Вдруг они не заметили, эти чиновники, вот, да, обратить на это внимание, что вот в этой сфере вот есть нарушение прав человека. Но не может уполномоченный в рамках своей компетенции изменить вот эту сложившуюся ситуацию. Что зависит, да, от меня, я делаю, я обращаюсь и в суд, и в прокуратуру. Честно выполняю, да, свое дело. Я так, по крайней мере, хочу и так стараюсь. Не знаю, что там у меня как получается, но я честно хочу выполнить возложенные на меня обязанности. И прежде всего ради благополучия наших людей. Но если это только получается, что это только раздражает многих, да, но есть определенное непонимание, почему я не могу согласиться с тем, чтобы вот временно дать возможность не исполнить решение суда. Там, да, то есть это есть иногда такие тоже в моей истории бывают случаи, когда приходят, когда мы посылаем письма
да, для того, ну, с акцентом, да, определенным, что нарушается в той или иной области права и так далее, и что они не могут не выполнить и не отреагировать на наше письмо. Иногда вот у меня уже, ну, случаев 6, когда, значит, чиновник, на чье имя, да, адресовано наше письмо, он понимает, что надо в соответствии с этим письмом, ну, принять меры. И прежде всего нам надо ответить офису уполномоченного о том, что вот какие меры с их стороны будут приняты. И когда они не могут, вот не могут они, не знаю почему, в силу чего, они не могут, не хотят это решение, да, отреагировать на наше письмо, они приходят как бы договариваться со мной. Вы знаете, мы хотели бы вам объяснить, что вот сейчас не получается вот таким образом, как вы там просите в письме, отреагировать. А я говорю, а мне непонятно, почему не получается. Есть закон. Все мы должны следовать нормам закона. Но нет других правил. Мы же не договорились, что мы одни правила заложим в законы, а по другим будем жить. Но в принципе получается, что во многом мы так живем. Ну, получается, в стране полномочия омбудсмена и чиновников наших не сбалансированы, и они остро реагируют на ваши рекомендации, или как? Они в законодательстве все очень даже сбалансировано. У меня нет такой, да, таких функций, такой компетенции вмешиваться в их деятельность. Нет, конечно, все там сбалансировано. Просто есть мнение, что можно не исполнять, да, те законы, которыми они должны руководствоваться. Есть такое мнение, что можно свои обязанности не выполнять. На вашей памяти или на моей памяти много случаев, когда чиновника отстранили за нарушение законов и так далее. Да? Вот как много таких случаев, может, 1-2, ну вот я сейчас как-то не могу даже вспомнить, чтобы публично было сказано, за что тот или иной чиновник понес ответственности. Чаще всего снимают одних, меняют на других, потому что одни на своих, другие на чужих. Вот. Перестановка кадров просто. Да, просто одних людей меняют на других по принципу свои, не свои. Вот, ну, в принципе, только вот такое вот мы за этим можем... Мы это можем наблюдать. А вот за нарушение прав человека, за вот такие вещи, ну, я не знаю, если... Вы знаете, вот вы, наверное, следите за делом Тарба, да, в суде. Я каждый раз почти во многих интервью возвращаюсь к этому вопросу. Человек был убит, умер от пыток в здании Министерства внутренних дел. Даже не сняли с работы людей, которые в это время, в чьей ответственности находился Тарба. Это только подрывает все, что можно подорвать, да, в государстве, подрывает не только авторитет и доверие, но и вообще, ну, маргинализирует все. Мы таким образом говорим своему обществу, что как государство мы не справляемся с проблемами. Мы не можем по-государственному реагировать на те или иные вызовы. Вот если так пойдет дальше, ну, наверное, надо сказать, нет смысла, да, иметь те или иные, в том числе и институт уполномоченного. Зачем в государстве создавать этот институт, если чиновники не следуют никаким предписаниям? Зачем создавать орган, да, и зачем должна быть Генеральная прокуратура, если Генеральная прокуратура не реагирует соответствующим образом? Все эти вопросы должны стоять, и, ну, вот, я думаю, что они должны обсуждаться, почему так происходит. Мы можем часами давать интервью, там, не знаю, очень много, но конкретики всегда очень мало. Кто за что отвечает? И если не ответил, какая должна быть ответственность? Я и по именам называю, в этом смысле, мне кажется, тоже не очень приятно. Это, наверное, такие новшества в стране, когда в докладах оказываются имена
людей, которые нарушили права. Это да, это ново. А как иначе? А как нам справиться с этой ситуацией, я не знаю. Может быть, есть какая-то у чиновников иное понимание, как справляться, но тогда чиновники должны нам об этом сказать. Как они хотят защищать права человека, не привлекая к ответственности тех, кто нарушает. Получается, уполномоченный по правам человека – это такой последний орган, последняя инстанция, куда обращается гражданин, чтобы решить свою проблему все-таки, и получает реакцию. Да. Ну да, мы стараемся. Мы, знаете, кроме того, что когда к нам приходят с проблемой, мы, конечно, начинаем сразу как-то во-первых, смотрим, можем мы взять это дело или нет, потому что, как мы уже сказали, иногда сам человек должен исчерпать все возможности защиты своих прав. И мы иногда бывает, что достаточно было ему объяснить, как это сделать. И мы говорили, какой путь, по какому пути идти, куда ему в первую очередь обратиться, помогаем там написать заявление. Иногда мы отправляем в Центр гуманитарных программ и в другие организации общественные, где есть приемные по правам человека. И иногда достаточно просто человеку объяснить, и очень даже успешно, эффективно он защищает сам свои права. Достаточно просто информировать правильно. Сам законопроект об уполномоченном поступил в парламент из предыдущей администрации президента. Как реагирует нынешнее руководство страны на осуществление контроля за соблюдением прав человека? Ведь ваша работа обнажает ошибки органов власти. В этом и суть. В этом и суть. Потому она и создана, чтобы не входила в систему исполнительной власти. Потому институт уполномоченного независим, чтобы критиковать исполнительную власть за нарушение и призывать к ответственности. А иначе нет смысла существования этого института. В программе, которая утверждена руководством Российской Федерации, руководством Республики Абхазия, есть пункт, регулирующий деятельность некоммерческих организаций иностранных агентов. Отразится ли этот пункт на правах и свободах граждан Абхазии, если он будет принят? Надо в первую очередь, наверное, подумать, чем вызвана такая потребность в принятии такого закона. Что в стране, в Абхазии такого происходит, каких таких агентов мы выявили, и кто вообще из общественных организаций некоммерческих предавал интересы Абхазии, абхазского государства, и где такие факты есть, которые позволяли бы обсуждению такого закона в стране. Мне кажется, в первую очередь надо из этого исходить. Это релевантно вообще сегодня, ситуации и так далее. И поэтому тут возникает много вопросов. Почему такая повестка дня? Почему этот вопрос оказался в повестке сегодня в Абхазии? И в этом смысле у меня много вопросов. Но я точно знаю, что это не повестка нашего общества. Есть люди, которые не понимают вообще, что такое общественные организации, гражданское общество в Абхазии, какие функции, миссии и так далее. В этом смысле, наверное, надо много говорить. Но не думаю, что в абхазском обществе не ценят свободу. Не думаю. Если люди и граждане увидят эту связь ограничения прав и свобод, и с принятием этого закона, я думаю, что, мне кажется, реакция общества будет иной, более, мне кажется, жесткой. И не думаю, что если люди будут понимать, что этот закон каким-то образом
будет ограничивать право на свободу выражения мнения, право на артикулирование, да, тех проблем, которые есть. А что такое неправительственные, некоммерческие организации? Да? Это гражданское общество. Это люди, которые определяют повестку дня, да? Это организации и так далее. Гражданское общество. В этом и смысл и наличия гражданского общества в стране. Потому что чаще всего в гражданском обществе есть, да, такие организации, люди экспертные, где есть экспертное мнение, где есть обоснованная точка зрения. То есть это не просто там возмутители порядка. Если люди говорят о проблемах, они, значит, это, если они артикулируют, они говорят аргументированно об этом. Значит, есть какие-то данные, есть исследования, есть анализ и так далее. То есть именно наличие, да, этих организаций позволяет любую проблему обсуждать, находить точки соприкосновения в решении этих проблем. Да? Любая проблема имеет возможность быть проанализирована только потому, что есть эксперты и разные организации, которые занимаются теми или иными проблемами. И что самое главное, всегда эти организации, они что-то предлагают. Они предлагают выход из ситуации. И как вы думаете, закрыть эти организации, это будет способствовать стабильности в нашей стране? Наоборот, все эти проблемы, когда не обсуждаются и когда нет возможности получить объективную информацию, это выливается в протесты, это выливается в беспорядки, это выливается в какое-то возмущение, которое неизвестно, какие последствия. Мы уже много чего пережили, да, и смену властей и так далее. Кстати, в этих всяких переворотах никогда гражданское общество, вот эти общественные наши организации как бы не участвовали, да, как там. Чаще всего это были, вот, роль этих организаций была вот, в том, чтобы найти эти точки соприкосновения, услышать друг друга, да, сделать все, чтобы разные позиции могли услышать, разные, и обсудить эту проблему так, чтобы она не была политизированной, да, или чтобы она была объективно рассмотрена и так далее. То есть, на мой взгляд, вот принятие такого закона, оно приведет к тому, что то, что можно было бы решить, да, спокойным путем, да, через обсуждение, через анализы, через дискуссии на разных площадках. То есть мы должны понимать, что если мы говорим о демократическом государстве, значит, должны быть эти организации все, да? Должна быть свобода объединения, свобода собраний, свобода, которая позволяет, да, вот через вот эти все формы должны быть реализованы самые главные права, да, право на свободу выражения своего мнения и так далее. Это и есть демократическое государство. Это основные принципы демократии. Недавно мы отмечали самый главный государственный праздник – День Конституции. Реализуются ли на практике нормы, заложенные в Конституции? Конституция закрепила очень, да, важные документы. Вот, Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция, да, и так далее, Международный пакт о гражданских и политических правах, культурных и социальных, экономических. И вот эти все документы, они закреплены. Это означает, что Республика Абхазия гарантирует эти права. Раз мы заложили в своей Конституции эти нормы, значит, да, но, к сожалению, мы говорим об эффективном, да, исполнении этих норм, об эффективной реализации прав и свобод человека. Конечно, то, что мы сейчас имеем, вызывает много вопросов, как это реализовывается. Поэтому мы должны, мне кажется, все наши усилия сейчас должны быть направлены на то, чтобы государственные структуры, органы понимали значимость прав человека. Я считаю, что нужно, например, закрепить и институт уполномоченного по правам человека в Конституции. Да? Это очень важно.
ну, может быть, немножко расширить инструменты защиты прав человека, может быть. Но это вот вопросы времени, мы должны как-то идти в этом направлении. Ну, главное, знаете что? Главное, чтобы каждый раз мы, вот, вводя те или иные новшества, они бы укрепляли защиту прав человека, реализацию и так далее. И укрепляли бы наше государство как правовое демократическое государство. Вот в этом направлении мы должны работать. И наши поправки, наши там дополнения в законодательство или в ту же Конституцию, они должны быть связаны не с ущемлением прав, да, не с ограничением прав и свобод человека, а на закрепление и реализацию этих прав. Вы знаете, если, не дай Бог, если мы пойдем по пути ограничений прав человека в обмен на какие-то социальные блага и так далее, это то, что это чревато серьезными последствиями. Сейчас очень сложная эпидемиологическая обстановка в Абхазии. Часто ли нарушаются права человека в тех же медучреждениях там, или в каких-то других структурах, и которые к вам обращаются, которым вы можете помочь? В связи с эпидемией коронавируса ситуация, конечно, очень усложнилась в Абхазии. Мало того, что мы и так не могли обеспечить, да, как нужно эти права людей, и очень много проблем и в здравоохранении без того было. Да, а сейчас и тем более много проблем, потому что медицина наша не справляется с этими вызовами. Не только потому, что на самом деле этот вирус такой, который не изучен, и вся мировая медицина как бы, да, борется сейчас, и каждый раз меняются и протоколы, и подходы к лечению, но и потому, что мы сами вообще не имеем тех ресурсов для того, чтобы у нас была качественная медицина. Проблем много. Нет денег в стране, все остальное денег не хватает для того, чтобы закупить необходимые лекарственные препараты, необходимые там, не знаю, все материалы, которые нужны для борьбы с этим вирусом. Это все понятно. Иногда, мне кажется, вот с этими проблемами мы сталкиваемся только потому, что все это плохо организовано. И это не просто мне кажется, это на самом деле факт. У нас плохая организация медицинской помощи. Как бы там ни говорили, да, медики сами, там, находясь в тех или иных учреждениях, там, в Гудаутском госпитале или в инфекционной здесь больнице, или вот сейчас, там, не знаю, во второй больнице тоже организовали. Сами медики, они работают, но у них большая нагрузка, и им приходится находиться там, не знаю, смены, да, там, на неделю, на две, они не вылезая из больницы находятся там. Это тоже говорит о том, что мы что-то плохо организовали. Значит, мы не привлекли всех тех, мы не разработали такой график, такую схему, такой алгоритм, да, действий, который бы позволял и разгрузить и медиков, и в то же время, чтобы все условия были бы соблюдены. Очень много вопросов связано с тем, что у людей нет денег, да, чтобы приобрести лекарства. Я до сих пор у меня есть какие-то идеи, я с ними делилась, но почему-то я пока не вижу, что они как-то преодолели эти проблемы. Например, есть пожилые люди, у которых нет, значит, можно было бы продумать вот эти рецепты, которые им бы выписывали врачи, и они могли бы прийти, скажем, в аптеки и получить бесплатно. Это был бы долг государства перед аптеками. Я знаю ваше отношение к фактам применения пыток и унижающих человеческое достоинство действий представителями органов внутренних дел в отношении людей, находящихся под стражей и отбывающих наказание. Как обстоят дела в решении этой проблемы? Самое главное, на мой взгляд, это повысить доверие к этим органам. Без доверия
не будет никакой эффективной работы. Сейчас из моих наблюдений и анализа, да, дел, которые у нас есть, я могу сказать, что работа, она ведется вот сотрудниками правоохранительных органов на таком, знаете, надрыве, да, или же, ну, когда вынуждены вот мобилизовать всех и вот старыми методами, старыми вот такими, да, инструментами пытаются реагировать на вот эти, ну, вызовы и так далее. Но в наше время, в век вот таких возможностей и технологических, да, и там интернет-ресурсов и так далее, мне кажется, что вот эта по старинке работа, она, во-первых, малоэффективна, она не справляются, потому что мир и технологии меняются, а методы и инструменты, да, работы в нашей правоохранительной системе, они относятся к, там, не знаю, к 19-20 веку. Вот. И поэтому очень часто мы сталкиваемся с насилием в тюрьме, особенно вот с задержанными, когда показания выбиваются. У нас очень много информации относительно того, что применяют насилие во время допросов. Вот. Это о чем говорит? О том, что вот через вот эти признательные показания они выстраивают доказательную свою базу, да, виновности того или иного человека. О чем говорит? О том, что у них не было нормальной, да, вот, нормально собранного материала, доказывающего вину или там, да, невиновность того или иного человека. Это говорит, что они плохо работают в этом направлении. Почему они плохо работают в этом направлении? Надо еще выяснить. Ну, потому что, может быть, на самом деле нет технических возможностей, или они просто не используют эти возможности. Они просто вот считают, что достаточно поймать, а там уже, да, вот это вот доказывать и так далее. А на самом деле должно быть все наоборот. Ты заранее должен, да, все это обосновать, почему тот или иной человек может быть задержан и так далее. И его задержание должно быть санкционировано и все остальное. То есть очень часто пренебрегают всеми этими нормами и законами только потому, что они плохо в этом направлении поработали. И если так будет идти, да, от того, что усилят там как-то, вот, не знаю, ну, повысят заработную плату, ничего не поменяется. Во-первых, самое главное, что нет доверия. Доверие не повысится таким образом. Доверие, может быть, общество начнет доверять правоохранительной системе только в том случае, когда они будут видеть, что вот этот милиционер очень заинтересован, чтобы не унизить человека, не оскорбить его, уважая его права, да, обеспечить ему нормальную жизнь в этой стране. И раскрыть преступление. И раскрыть преступление. И как уже повелось, в конце передачи мы поговорим о планах на ближайшую перспективу, к которым мы могли бы вернуться через некоторое время. Ну, в ближайшее, что наша главная задача, мы должны вот уже к концу года приступить к написанию доклада, ежегодного доклада уполномоченного. Вот, так что я думаю, что все, о чем мы здесь говорили и не договорили, будет в докладе. Надеюсь, что было бы хорошо, чтобы наш доклад, вот, чтобы мы пришли к такому, да, к такому, когда мы не знаем, что написать в докладе, что так мало нарушений прав, что и доклад оказался очень маленьким. Но я знаю, что ваши доклады очень огромные, и вы все подробно расписываете, и даже нет возможности весь доклад дочитать до конца. Да. В полном объеме, да? В связи с этим мы сделали выдержки из доклада для парламента, выдержки доклада для исполнительной власти, чтобы им не приходилось все читать, а то, что касается их ведомств. Так что мы будем упрощать им работу тоже в этом смысле. Спасибо большое за беседу. Желаю вам удачи в вашей нелегкой работе. Спасибо. И вам удачи в вашей тоже нелегкой работе.